Добрый день, уважаемый Кудайберген Базарбаевич. Вы недавно отчитались по итогам первого полугодия. Скажите, довольны ли результатами своей работы? Я думаю, что население само должно оценить нашу работу. Но я могу сказать с уверенностью, что все поставленные задачи, которые у нас были за прошедшее полугодие и за последние годы, мы сполна и качественно выполнили. Так, например, как вы знаете, очень долгие годы у нас не повышались размеры наших пособий. По инициативе нашего президента Садыр Нургулджоевича были увеличены социальные пособия. Социальные пособия – это пособия для наших инвалидов. Они были увеличены на 100, на 200%. Были увеличены размеры питания для наших пациентов в домах престарелых, в интернатах, где находятся наши больные дети, были увеличены на 100%. Также, вы знаете, один из основных наших пособий – это Ивлюга Комюк, и президент Кыргызской республики Садыр Нургулджоевич Жапаров от 800 сом до 1200 сом увеличил размер этого пособия. То есть за последний год-полтора можно с уверенностью сказать, что в нашей сфере качественно и кратно были увеличены размеры пособий для тех, кто нуждается в них. Одновременно я также хотел бы сказать, что данное направление сегодня, в данном направлении проводится и новшество. Мы делаем разнообразные наши услуги. Так, например, вы знаете, у нас есть такая категория людей, инвалидов, которые нуждаются в посторонней помощи, которые не могут сами себя обслуживать. И для них была введена услуга персонального ассистента. И вот услуга персонального ассистента, она у нас была для людей только до 18 лет. Как будто бы после 18 лет уже люди, ну, понимаете, да? И вот наш президент даже здесь вот это увидел и убрал эту линию. И сегодня услуги персонального ассистента у нас получают и наши инвалиды после 18 лет. На сегодняшний день услугами персонального ассистента у нас в стране пользуются 13 тысяч наших инвалидов. И кто их обслуживает, они получают заработную плату, им идет трудовой стаж и уже гарантированная пенсия. Спасибо. Какой на сегодня размер социальных выплат в Кыргызстане и будут ли они еще повышаться? Вот как раз вот только что вот об этом я говорил. Например, на сегодняшний день размер пособия для инвалидов первой группы у нас составляет 8 тысяч сом, для инвалидов второй группы 6 тысяч сом, и для инвалидов третьей группы составляет 4 тысячи сом. На сегодняшний день в целом в стране у нас 205 тысяч инвалидов, из них 36 тысяч инвалидов это инвалиды, это дети до 18 лет. Также были повышены пособия Ивлюга Комюк для тех семей, которые оказались во временно трудной жизненной ситуации, и им были увеличены пособия на 50%. Также вот среди наших пособий есть дополнительные ежемесячные социальные пособия, и мы планируем эти пособия в этом году увеличить. Спасибо. Какая социальная поддержка предусмотрена для лиц с инвалидностью помимо выплат пособий? Как я уже говорил, на сегодняшний день у нас в стране 205 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них, кроме того, что они получают пособия, предусмотрен ряд
также еще дополнительных услуг. Так, например, на сегодняшний день мы для тех инвалидов, которые не могут сами себя обслуживать, ввели такую услугу, как персональный ассистент раз. Потом также для них предусмотрены бесплатные кресла-коляски, предусмотрены по категориям путевки для оздоровления. Например, для инвалидов первой группы мы оплачиваем 100%, для инвалидов второй группы мы оплачиваем 50%, и для инвалидов третьей группы мы оплачиваем 30%. Кроме этого, также в нашей системе имеется 960 социальных работников, которые на дому обслуживают наших пожилых людей и инвалидов, которые не могут сами себя обслуживать. Они приходят домой, дом убирают, прибирают, делают закуп продуктов питания, готовят пищу, и они находятся в домашних условиях, и оказываем им услуги через наших социальных работников. Как насчет доступного города? Кто должен следить за тем, чтобы строились удобные и качественные пандусы? Ну, это работа общая. В основном это возложено на местные органы власти. Вы, наверное, знаете, есть и хорошие примеры. У нас очень хорошие примеры, скажем, вот в аэропорту Манас, вот очень так сервисно, хорошо отработаны услуги для лиц с инвалидностью. Они их там встречают, вот, и транспортные подъезды очень правильные. У нас в городе Бишкек Министерство внутренних дел поставило ряд светофоров, которые озвучивают, то есть голосовые светофоры для лиц, которые незрячие. Там голосом подается, когда можно переходить эти перекрестки, когда нельзя переходить. Вот. Кроме этого, если вы знаете, раньше у нас не было принято, чтобы раньше, в прошлой жизни, не было принято, чтобы были такие пандусы даже в аптеках, даже в больницах. То вот уже в новое время повсеместно такая практика уже сложилась, везде есть пандусы. Другое дело, вопрос качества. Вопрос качества, и над этим сегодня мы работаем. При правительстве Крымской Республики есть совет по делам инвалидности, и на этом совете данный вопрос регулярно рассматривается, и мы призываем местные органы власти по улучшению качества как пандусов, так и местных услуг для лиц с инвалидностью. Спасибо. Что изменилось с вашим приходом? Какие новшества вы внесли в работу министерства? Ну, если говорить о новшествах, то в первую очередь надо говорить о цифровизации. На сегодняшний день мы повсеместно вводим эту норму. У нас хорошо отработана система по обработке данных по выдаче юбилейного КОМЮК, система КИСП, у нас она очень хорошо отработана. На сегодняшний день наши люди, которые получают пособие, они, как раньше, не ходят по справкам, не собирают справки. Система Тундук, в которой по линии нашего министерства мы там получаем 19 услуг, получаем именно в части вот назначения пособий. То есть одним кликом от одной фамилии все эти вот данные у нас там выявляются, и мы эти данные, через данные мы уже назначаем пособия. То есть наши люди не ходят, справки не собирают, время свое не тратят. Также, как вы знаете, по инициативе президента Крымской Республики в нашей стране введено новшество, когда вы знаете, что есть такие понятия, как пассивные меры помощи, активные меры помощи. И вот наш президент, как активную меру помощи, инициировал социальный контракт. Социальный контракт на сегодняшний день люди принимают сами решение жить дальше им на пособие, и быть в пассивной форме или отказаться от пособий и принять активную форму жизни и получить 100 тысяч сомов и начать свое дело. Те люди, которые на сегодняшний день
желают уйти в активную форму работы, мы их в первую очередь обучаем финансовой грамотности, обучаем, что такое деньги. Вторым шагом мы их обучаем по написанию бизнес-проектов, бизнес-планов. И удивительно, люди меняются. И вчерашние такие робкие, такие скромные наши люди сегодня становятся такие уверенные, становятся смотрящие вперед вот, на жизнь. И они продвинутые. На сегодняшний день уже около 13 тысяч семей получили социальный контракт в размере 100 тысяч сомов. На сегодняшний день почти 100% все реализовано, деньги не ушли на долги, там, на кредиты, там, вот, на ТОИ там, и на иные там, расходы. Все деньги идут это целевые. И на сегодняшний день мы через систему вот, соцконтракта было создано дополнительно 26 тысяч рабочих мест. 71 тысяча наших граждан улучшили свои жизненные позиции. Это такое сильное такое новшество. Сегодня данная группа людей, они объединились в такое движение, как Jang Kadam. Они сейчас готовят свой съезд, и они уже желают быть авангардом нашего общества, желают быть продвигателями нашего общества, быть примерными и для других наших граждан. И вот сейчас вот мы вместе с ними к осени готовим съезд Jang Kadam. Я думаю, что джангкадамовцы, они показывают пример того, как надо быть активным, как надо самостоятельно решать свои проблемы. И на сегодняшний день данная норма она является такой образцовой, уникальной и в целом в системе международных организаций и Всемирная продовольственная программа, которая является нашим партнером в этом вопросе, они сегодня данный вопрос рассматривают как за образец, как за модель и для других стран мира. Те люди, которые сегодня объединились в общественное объединение Jang Kadam, это те люди, которые ищут новые формы жизни, и у них сегодня получается. И вот на собраниях, на их конференциях в районах, где везде участвую, я им говорю правду, что я, вот, говорю, министр, говорю, я буду с вас брать пример. Я пойду, говорю, за вами. Вы будете авангардом нашего сегодняшнего общества. Вы будете движущей силой нашего общества. И они таковые, и это у них получается. Я думаю, что мы должны это четко понимать вот. И сегодня вот на новое движение, которое сегодня такое народное такое движение, смотреть как на тех, которые будут авангардом нашего общества сегодняшнего дня. А вот какой пример был самым ярким? Какая семья вас удивила? Какая история, может быть, вас поразила? Меня удивило вот две семьи. Оба в Кадамгайском районе Баткенской области. Там инвалид первой группы, без ног. Он на наши деньги купил машинку, маленькую машину, и стал таксовать. Такой дух у него. Прям он настолько уверенный, вот так вот, это удивительно. У него 5 детей. Из них 2 тоже инвалиды. И вот на сегодняшний день вот он таксует в Кадамжае, зарабатывает деньги и очень даже успешно. Как-то вот потом попозже я там проезжал, специально остановился, поехал к нему, с ним встретился. Все, прямо уже не тот человек, который раньше вот с инвалидностью трудно передвигался, вот, а здесь вот машиносвар, вот, активно работает, 5 детей, вот, очень нормально. И второе, есть такая порода овец романовские. Я тоже это раньше не знал. И романовские овцы, они в году дают 2 приплода. Не 1, как обычно, а 2. Мало того, что дают 2 приплода, там по 5, как минимум. И вот одна семья
они на наши 100 тысяч сомов купили этих овец. И потом, как я уже говорил, потом через некоторое время там я поехал. Я специально поехал в эту семью, поискал где-то. Я это помню вначале, когда мы выдавали. И реально видно, что вот большие овцы, 5 поменьше, и 5 уже иметь новые. Это ягнята за 1 год вот так вот измениться и так вот видеть, это, честно говоря, поражает. Тем более, что люди к этому относятся с такой серьезностью, с таким расчетом. Тем более сегодня по поручению президента Крымской Республики уже мы закрепили шефство местных органов власти за этими вот нашими людьми, которые вчера были малоимущими, чтобы сегодня они состоялись до конца, чтобы они на ноги встали, чтобы помощь такая была, после которой человек мог сам уйти в развитие. И вот сегодня мы работаем и с другими нашими партнерами, например, в частности с Всемирным банком, и мы это дело будем продолжать. И вот пример многодетных семей, пример тех людей, которые с инвалидностью, они показывают, что если человек настроен на оптимизм, настроен на то, чтобы выйти из бедности, то у них это получается. И я думаю, что сегодня многие наши люди уже осознали, что можно уйти в развитие. Так, например, по линии РСК банка, по линии АИЛ банка, эти люди, успешные люди, джангакадамовцы, получат по 200 тысяч беспроцентного кредита получат. И сегодня, когда вот такое уже пошло движение, пошло в развитие, я думаю, что многие люди сегодня пожелают отказаться от пособий и уйти в соцконтракт, потому что это людям помогает, это людям дает успешность, это людям дает уверенное будущее, чем долгие годы так вот ходить и жить в пассивной форме и получать пособие. А какая группа лиц может подавать заявку на соцконтракт? У нас на тот период у нас было 117 тысяч семей, 117 было тысяч семей. В них у нас было 359 тысяч детей, которые получали пособие. Вот только вот именно эта категория, она сегодня получает вот соцконтракт. На сегодняшний день уже у нас осталось 94 тысячи семей, в них 315 тысяч детей. То есть за эти вот 1,5 года у нас количество получателей пособий сократилось на 45 тысяч детей. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.